узнала Чебдиктурук, что означает ресурсное состояние, быть в ресурсе. Это сейчас как модно, да? И приветствую Елену. Я очень благодарна вам за то, что вы нашли время, уделили и согласились. И вот я представлю вас своим подписчикам. Елена Хамицкая, мы давно знакомы, да? На обучениях мы рядышком сидели, и нас еще связывает то, что наши профессии соприкасаются. Я Да. конструктор, и Елена тоже конструктор, модельер-конструктор женской одежды. Так, Елена Хамицкая, ароматренер с более 20-летним стажем, эксперт в ароматерапии и в косметологии, является амбассадором компании Glorion и, и мама, бабушка, и прекрасный Не человек. бабушка еще. Пока не бабушка, просто мама. Пока Кстати, нет. скоро будете бабушкой. Я надеюсь. Мгм. Но пока нет. Мгм. Елена, вот расскажите по традиции о себе коротко, о своем Мгм. занятии, о своей деятельности. Вообще, я родилась в городе Новосибирске, но когда мне было всего 3 года, родители переехали в Кузбасс. Причем было очень интересно, они ехали на комсомольско-молодежную стройку или что там, какая-то, может быть, не комсомольская еще была тогда, да, они ехали строить Саяно-Шушенскую ГЭС, но не доехали. Остановились в городе Междуреченск, там тоже было какое-то строительство. Вот, они остановились там у двоюродного папы. И, в общем, я к чему про Саяно-Шушенскую ГЭС. В 2003 году я поехала в Абакан осваивать Хакасию и приехала работать в Саяногорск. То есть родители через меня так и доехали до Саяногорска. Вот, это к сегодняшней теме, да, что генетическая информация – это информация, которая дается нам от рода, да, и мы иногда не понимаем, почему так, но вот все как бы предначертано, это так интересно. Вот один из нюансов, да, что родители через меня в Саяногорске все-таки были. Вот, и на Саяно-Шушенской ГЭС были и так далее и тому подобное. По образованию, да, у меня швейное образование, я работала и на фабрике, большой такой фабрике в Новосибирске, и работала в индивидуальном пошиве, и сама как самозанятый сейчас принято называть, да, то есть я и швец, и жнец, и на дуде, и грец. Вот. Но в какой-то момент я очень устала шить, так что у меня отнялась правая рабочая рука, и, наверное, месяца 1,5 я не знала, как ее лечить, и был такой момент, очень четкое осознание в тот момент именно, да, что я больная, никому не нужна, ни близким, ни работодателям, ни своим знакомым, ничего, нигде. У меня тогда возникла мысль, что нужно быть здоровой. Вот. Потом вторая мысль, которую я извлекла из этого состояния, когда я ходила, просто ручку свою вот так вот качала, как маленькую, что нужно работать головой, а не руками. Вот. И в конечном итоге все это вылилось в предпринимательскую деятельность. Да, и я давно, с 2000 года, в партнерстве с холдингом Glorion развиваю свой вот этот интернет-бизнес. Обучаюсь, учусь чему-то новому. Я не родилась интернет-предпринимателем. Ну, благодаря холдингу Glorion я освоила очень много профессий, в том числе как консультант по ароматерапии, как консультант по косметологии, как консультант по ресурсному состоянию. То есть я очень много знаю о здоровье, о красоте и эфирных маслах. Кроме обучения по холдингу Glorion, то, что нам дают здесь, достаточно глубокое, очень, я просто могу сравнить с тем, что дается вовне. У меня есть ароматерапевтическое образование международного класса. Я проходила в школу, которая аккредитована ИФПА, это британская ассоциация профессиональных ароматерапевтов, называется таким образом. Вот. У немецкого ароматерапевта я тоже училась, это Карл Хадек, и школа «Ароматный рай». То есть у меня кроме образования Glorion есть еще более глубокое профессиональное образование.
По косметологии точно так же я косметик-эстетист, изучаю разные направления, разные косметические услуги, разные косметические линии. И очень-очень горжусь тем, что в холдинге Glorion у нас потрясающий продукт, очень конкурентоспособный, как по маркетингу, да, ну, то есть по тому, насколько он доступный физически, как быстро нам его доставляют, органолептические вот эти его качества, свойства, да, так и еще по результатам. Я просто вижу, наблюдаю, какой результат, и я на своих профессиональных косметических процедурах использую нашу косметику. Я практически не использую профессиональную, кроме специфических, специализированных, да, которые наша линейка, в принципе, она бытовая, да, для бытового использования, она не закрывает. Ну, в общем, горжусь. И, конечно же, благодаря тому, что я в холдинге Glorion, я как раз могу говорить о том, что мое здоровье под контролем, и я очень этому рада. Могу сказать, что я крайне редко хожу в поликлинику, прохожу профосмотры, вот, и крайне редко обращаюсь за помощью к врачам, потому что могу отрегулировать какие-то небольшие сбои своего организма благодаря фитокорректорам и эфирным маслам. Вот. Мгм. Кроме этого, еще нейрографикой занимаюсь. Я же говорю, я швец и жнец, на дуде и грец. Мгм. Вот о том, что эфирные масла помогают нам, например, улучшить настроение, обладают некоторыми магическими свойствами, да, всем это, наверное, известно. А вот то, что они влияют на генетику человека, это для меня, например, очень ново. И когда я это узнала, я вообще сама удивилась. И даже так, ну, прямо как из области фантастики. Ах, да. Такое сразу. Да, Вот. это удивительная вещь. Я однажды готовила какую-то встречу, ну, то есть какой-то вебинар. Я когда готовлюсь, я глубоко залажу в тему, да. И, например, для меня было очень интересным такой факт, что в геноме человека, то есть в генах, это то, что не меняется у человека, да. 5% генов отвечают за восприятие, за обоняние. То есть это очень большое количество. Представляете, то есть если 5%, в среднем, если 2000 генов у человека есть, наверное, их больше, потому что на данный момент только столько открыто, да, и 5% это, представляете, практически 100 генов отвечает за обоняние. Для меня это было, ну, просто, думаю, ну, как так-то, да, и то, что мы работаем с человеком через восприятие аромата, через лимбическую систему, это тоже очень интересный факт. На мастер-классе, который проходил в этом году в холдинге Glorion, да, продвинутый мастер-класс, участником которого я была, и вот эту сторону, что мы можем влиять на наши гены, то есть мы не можем гены изменить, да, но гены развиваются всегда в какой-то среде. И эта среда называется эпигенетика, это вокруг генов. И мы можем влиять на то, как ген раскрывается, закрывается. Генетическая информация тоже, когда появился генетический тест, я самая, ну, одна из первых, я сразу же его себе взяла, сразу же его сделала. У меня есть шикарная такая книга, которую мне подарила дочь. Она сделана прям вот так, да, это вот мой ген, это прям фотокнига настоящая такая, в формате А4. Вот. Такая вот. И можете посмотреть мои гены, да, что у меня... Ой, не туда вывожу, вот сюда. Что у меня на самом деле вот из генетической информации у меня только ген, отвечающий за метаболизм витамина D и Ф, они у меня нормальные. Все остальные либо полумутированы, либо мутированы. Конечно же, мне с этим нужно разбираться. И вот на мастер-классе большое спасибо руководителю отдела, вот нашему аромаэксперту Наталье Тищенко, за то, что она дала нам дополнительную информацию, как мы можем регулировать состояние генов через эфирные масла. Мгм. А как я узнаю, что вот это, если у меня мутированные гены, или есть ли у меня поломки генов?
Вот про эту Ну, книжку можно немножко. сказать, что у всех есть, то есть каждый человек, то есть если бы не было поломки генов, мы были бы все одинаковые. Но мы все такие разные, даже близнецы разные, да, даже однояйцевые близнецы, они разные, все равно есть какой-то нюанс. Вот, за это отвечают гены. То есть на самом деле мы точно понимаем, что у каждого из нас есть какие-то поломки в генах. Мы другие, да? Но влияет ли это наше здоровье, меняет ли это качество жизни? Вот с этим, конечно, нужно разбираться. И у нас есть генетический тест, который можно заказать как отдельный продукт, да, приходит такой пакет с определенными аппликаторами, да, мы собираем защечные эпителии, то есть за щекой там собираем, отправляем это в лабораторию иммунологии города Новосибирска, где вот именно аффилированная, специализированная государственная лаборатория изучает наши гены, и мы, наш генетический тест, который называется MyGenPower, он рассматривает только 12 генов по 14 параметрам. Они отвечают за метаболизм, за обменные процессы. Потому что если есть нарушение в метаболизме, то все остальные гены тоже будут работать, да, с напряжением, наше здоровье будет под большим вопросом. Если у нас с обменными процессами все хорошо, то как бы мы будем жить хорошо и счастливо. Да? И здесь я считаю, что это наша ответственность перед семьей, перед близкими, перед потомками, изучить свою генетику, посмотреть, что у нас там есть, на что мы можем повлиять, как мы можем изменить качество, да, и работать. То есть, по сути, генетический тест – это информация на всю нашу жизнь. Как с ними работать, как с ними взаимодействовать. Мгм. Вот еще раз, Елена, уточните, пожалуйста, как эфирные масла именно влияют на работу генов? Смотрите, мы на работу генов как можем повлиять? Да? Через лимбическую систему, например, лимбическая система через восприятие аромата. Вот мы вдохнули аромат, молекулы попадают напрямую в мозг, лимбическая система анализирует и включает ту или иную функцию, например. А эти функции у нас зависят от работы генов. Если ген у нас поломанный, да, то есть эта функция либо не включается совсем, либо включается очень плохо, и мы таким образом можем через эфирные масла простимулировать активность гена, чтобы он начал. То есть что такое генетическая информация? То есть это такая спиралька, где информация о том, какая должна быть клетка, как она должна работать, да. И если там есть поломка, то сам вот этот ген, он повторяет эту поломку. И вместо здоровой клеточки рождается не очень здоровая клеточка, да, либо какая-то вообще не очень жизнеспособная клеточка. Через обоняние, через эфирные масла мы можем простимулировать открытие этого гена, чтобы он стал раскрываться, чтобы он правильно дуплицировался, чтобы он правильно повторялся, чтобы вот эта информация генетическая передавалась без ошибок, скажем так. И второй уровень работы эфирных масел, да, через нашу эпигенетику. Вот смотрите, ученые, был эксперимент, вот однояйцевые близнецы, да, у которых на самом деле очень-очень-очень похожий геном. И это два молодых человека, один выбрал здоровый образ жизни, это правильное питание, это спортивная нагрузка, это определенный психологический статус, экономический статус. И вот он живет вот так вот, да. А второй выбрал немного другую сторону, да, где он экспериментировал и с психотропными какими-то веществами, и алкоголизм там у него был, да, то есть вот он как бы по наклонной скатился. Удивительный факт, одинаковый набор, они живут как бы в одном месте, да, то есть, не в одной семье, но просто выбрали другой образ жизни. И что произошло? Вот тот, кто выбрал по наклонной, вот он скатился, и он умер, к сожалению. А второй остался жить, он до сих пор жив, да, и до сих пор переживает, что он не смог донести, что не смог помочь своему брату выкарабкаться из этого. И здесь вот эта эпигенетика сработала, да. Гены – это не приговор.
Гены – это некая информация, это некий такой коридор, по которому мы можем двигаться. Мы в этом коридоре можем выбрать сторону здоровья, да, посмотреть, чем мы можем помочь, как это нам развиваться в этом направлении, да. Если наш организм плохо усваивает такие какие-то там, например, пищевые продукты, выбрать те, которые хорошо усваивают, да. Ну, то есть это наш выбор. И мы можем выбрать вообще ничего не делать, и тогда все вот как снежный ком намотается и, ну, разрушится. Поэтому генетика – это не приговор, а вот эпигенетика, мы через эпигенетику, через вот то, что окружает эту генетику, мы можем воздействовать. А что это такое? Ну, смотрите, это наш психический статус. Эфирные масла влияют на психический статус? Да, конечно. Мы подышали, мы тут же ощущаем, как нам стало радостно, да, либо напряжение какое-то вызвало эфирное масло. Например, если у нас есть какое-то заболевание, да, нам внутреннее состояние что-то нарушено, нам прям какое-то масло очень-очень нравится. Или, например, вот высокое давление, человеку иланг нравится, а у низкого давления вот ему плохо от него становится. То есть мы тут же, наш мозг тут же говорит, мне вот это подходит или не подходит. Помогает ли эфирные масла в наших социальных взаимодействиях? Ну, конечно. Если у нас хорошее настроение, да, если мы создали комфортную среду благодаря эфирным маслам, мы и лучше общаемся, мы в семье меньше ссоримся. Да, вот это социальное взаимодействие. А мы, когда чувствуем себя частью социума, частью какой-то важной, ценной, мы внутри, опять же, успокаиваемся, мы ощущаем прилив энергии, и мы способны, несмотря там на какие-то генетические поломки, делать полезное, ценное что-то для других людей. Лечебные препараты. Влияют ли эфирные масла на лекарственные препараты? Ну, на самом деле я не очень за то, чтобы соединять это дело, да, потому что как-то я за здоровье, там, за натуральное. Но я как массажист знаю, что использование эфирных масел увеличивает эффективность массажа в 4 раза. То есть не нужно человеку 10 массажей, достаточно, например, 4 сделать, чтобы получить тот же результат, да. И это всего лишь те же руки, тот же массаж, но если мы добавили эфирные масла, улучшается. Эфирные масла позволяют снизить количество принимаемых антибиотиков. То есть они с энергией работают. Если нужно принять по состоянию здоровья антибиотики, добавьте туда эфирные масла, и вам тогда можно будет сократить количество принятых антибиотиков. Мы же знаем, что это, ну, как бы нагружает наш организм, да. Это кроме каких-то важных полезных действий имеет еще и побочные действия. Микробиом. То есть что такое, вот я по картинке эпигенетика, да, иду. Микробиом – это то, что микробактерии, наши сожители, да, с кем мы живем вместе, они нам помогают бороться с вредной патогенной микрофлорой. Он тоже очень прекрасно влияет, взаимодействует, он очень хорошо откликается на эфирные масла. Мы можем, например, розмарином снять какое-то воспаление, типа понос, да, у человека, вот по-простому, да, диарея, понос. Мы берем масло основы, капаем 3-4 капельки розмарина и против часовой стрелочки по животу делаем микромассаж. Удивительным образом мы помогаем нашей микрофлоре бороться с паразитарной микрофлорой. Вот вам, пожалуйста, эфирные масла. Физические нагрузки, да, я вот разбираю конкретно вот по эпигенетической картиночке, да, физические нагрузки. Ну, всем известно, что спортсмены перед стартом разогревают мышцы. И можно разогревать мышцы через, например, большое количество приседаний, там, да, и физически уже получать нагрузку. А можно разогреть мышцы тем же розмарином, либо там, например, кассия у нас была, если есть у кого-то еще в наличии, они очень хорошо разогревают мышцы. И это помогает нам вот физической нагрузки, да, с одной стороны, снять эту физическую нагрузку. Если мы переработали, мы устали, мы можем принять ванну, например, с лавандой, либо с мятой, для того, чтобы эту усталость снять. Это физически на нас влияет. Следующее, климатические факторы.
Ну, с одной стороны, мы эфирами не можем повлиять на природу. Идет дождь или снег, мы не можем повлиять. Но мы можем усилить нашу адаптацию. То есть мы можем спокойно и легче перенести перепады температур. Вот акклиматизацию, да, адаптацию. У нас прям есть группа масел адаптогенов, и это самая большая группа в линейке эфирных масел – адаптироваться. Токсические химикаты, там психоактивные вещества. Здесь, конечно, эфирные масла скорее остановят человека перед принятием каких-то, да, то есть они компенсируют. То есть, ну, смотрите, наркотики и алкоголь для чего люди принимают? Ну, как-то снять психологическую нагрузку, да, вот какое-то что-то, свое личностное развитие у них останавливается, и они как-то компенсируют это. Но если в жизни этого человека появляются эфирные масла, у человека появляются новые смыслы, у него снижается тяга, потому что он получает удовольствие, он, ну, как бы центры удовольствия раздражаются именно эфирными маслами. Это влияет на генетику до 100%. Но если у нас хорошее настроение, если мы видим мотивацию какую-то, мы знаем, куда двигаться, да, мы ощущаем пользу, которую мы приносим другим людям, ну, конечно же, это влияет на нашу эпигенетику. Понимаете? Финансовый статус. Ну, кто не знает про масло пачули, да, и у нас даже есть такой набор. Масло пачули, апельсин, называется денежное притяжение. Вот, Саргилана, скажи, пожалуйста, у тебя в твоей жизни были примеры, когда с помощью пачули и апельсина у тебя повышался доход, например, или там клиенты приходили? Есть, было, Есть. были. Истории у Были. клиентов такие есть? Есть, да. Клиентов есть, да, да, да. Мгм. Вот такая Вот вот. прошлую субботу я как раз провела мастер-класс влияние эфирных масел на бизнес, то есть в деловой сфере. Ну, там, естественно, и про клиенты говорили, и про увеличение продаж. Мгм. Да. Кстати, вот если у наших слушателей есть, да, такие примеры, когда вот именно по эпигенетике, когда я проходила, да, если у вас есть такие примеры, вы можете тоже взять микрофон и рассказать об этом, что да, подтвердить, да, что да, это было, да, я так этим использую. Например, еще один из факторов эпигенетики – это диета, да. Ну, мы точно свои пищевые привычки можем регулировать с помощью эфирных масел. Мгм. Вот. Лариса Михайловна, я вам включила микрофон. Руку поднимает Лариса Михайловна. Мгм. Вы можете сейчас говорить. Друзья, Дорогие здравствуйте. Ага. Добрый Здравствуйте. вечер. Добрый вечер. Как приятно, Елена Хамицкая, тебя видеть здесь. Ты звезда в эфирном мире, я считаю. Я хочу тебе дать просто промоушен. Мы вместе были на событии, на обучении влияния эфирных масел на эпигенетику. Я сделала много открытий. Примеры сейчас не буду приводить, лучше Лены никто не скажет из Аргыланы. Ну вот я восхищаюсь этим человеком, и вы, дорогие слушатели, вы просто счастливые люди, что видите, слышите этого человека. Вот что я хотела сказать. Всего доброго. Спасибо, Лариса Михайловна. Дорогие подписчики, слушатели нашего эфира, у кого есть вопросы? Теперь приступаем, да, к вопросам, Елена? У вас все, да, или еще хотите что-то добавить? Вас не слышно. У вас микрофон выключен. Микрофон отключила и такая, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ничего-то не могу сказать. Да. Добавить. Что можно сказать, вот если как бы добавить, да, я считаю, я на самом деле в ароматерапии очень давно, так вот более глубоко и профессионально, то есть у меня был такой опыт, когда мы внедряли здоровье-сберегающие технологии в Хакасии, это был 2003-2004 год, это уже была профессиональная деятельность, это была научная работа по сбору материалов, как у детей меняется иммунный статус. Это, ну, это очень наглядно, это очень наглядно. Вот. И я считаю, что каждый человек, каждая женщина должна этими знаниями обладать.
Вот знаете, раньше говорили, о, это ведьма, да, ведающая мама. Так вот, чтобы стать ведающей, нужно эту информацию получить. И мы тогда превращаемся в настоящих волшебников для своей семьи прежде всего, для себя, для своего окружения. Мы таким образом свое окружение можем изменить, потому что в эпигенетике, да, социальные контакты, наш окружающий мир, наше общество, которое нас окружает, оно на нас тоже влияет. И мы таким образом можем на него повлиять. То есть мы сами можем создавать это окружение, да, такое приятное, такое комфортное, когда человек в легкости получает какие-то результаты. Мне кажется, это волшебная вещь, и все должны этим знать, владеть должны. Вот. А теперь я, конечно, готова ответить на ваши вопросы. Давайте, кто хочет. У кого есть вопросы? Я сейчас... Ой, почему не включается, да? Так, кто поднимает руку? У кого есть вопросы? Поднимите, вот там кнопочка есть. Человечек. Тогда я вам включу микрофон. Или Раиса. Угу. Взяла микрофон. Добрый вечер, Елена. Добрый вечер. Вот у меня вопрос. Меня пригласили в клуб на аромафор, с эфирными маслами, чтобы знакомиться. Как мне, там будет человек 20 с лишним, наверное. И как мне там рассказывать? У меня опыта нету, но я училась в аромаформуле, но опыта нету пока. Как вы посоветуете? Как или, в общем, рассказывать и все? Или как? Про масла? Ага, хорошо, поняла. То есть вы планируете пойти как раз вот в другое сообщество, да, и рассказать про эфирные масла. Большое вам спасибо за эту смелость, это классно. Я поделюсь своим опытом. Смотрите. Нужно понимать, куда мы приходим, да, какая это у нас среда, какое это сообщество. Если это мы организовываем наши правила, если не мы организуем, а куда-то приходим, то нужно, конечно, договориться заранее. Большое количество людей, то есть если мы делаем на своей территории, я подготавливаю специально помещение, проветриваю его, да, заранее готовлю кофе, чтобы можно было обонятельную нагрузку снять, подышать кофе. Заранее готовлю там наш сундучок, наши блоттеры, да, чтобы было все ясно, понятно, сколько человек будет. Я для каждого из них ручку приготовлю, чтобы они не искали, а записывали сразу. Вот, если я прихожу куда-то, я всегда спрашиваю, какое количество времени у меня есть. Потому что я могу сутками вещать про эфирные масла, но у людей столько времени нет. И наша задача не вывалить сразу все на них, а заинтриговать, чтобы они захотели к вам прийти на персональную встречу. Что я делаю? Я обычно рассказываю о нескольких группах масел. Например, я говорю, вот смотрите, я в целом рассказываю, что эфирные масла – это летучая часть сока растений, да, и что они с нами по природе очень давно живут. То есть мы живем в природе, и нас запахи окружают. И мы научились эти запахи собирать и концентрировать, чтобы даже в холодную зимнюю пору мы из лесу вышли, но были дома, да, не ходили бы в лес, а просто подышали эфирными маслами. Вот, и что эфирные масла, они очень сильные, они очень хорошо помогают, но нужно всегда быть довольно осторожным. Я немного про безопасность людям рассказываю. Вот, и потом говорю о том, что вы можете сейчас познакомиться с небольшим количеством масел, например, там даю понюхать какие-то масла древесные, там какое-то одно масло, да, какое-то цветочное масло, цитрусовое. И в целом говорю, что древесное – это вот как дерево. Мы можем опереться на него. Это всегда бронхолегочь, это наши защитники, да, то есть это суставы, опора, да, наша опора – это что? Опорно-двигательный аппарат. Значит, вот все древесные, они будут работать так. Цветочные. Вот мы когда цветы нюхаем, у нас какое настроение? Мы успокаиваемся. И цветочное – это, скорее всего, работа с нервной системой, чтобы нас расслабить можно было, да. Цитрусовые, вспомните, лимон, там, апельсин, грейпфрут. У нас настроение очень хорошее от них, да.
И очень часто шутки какие-то шучу на эту тему, типа, я вам сейчас вот дам гормон радости, это грейпфрут, понюхайте. Либо гормон радости, это апельсин, понюхайте. И у всех настроение изменится. Все начнут улыбаться, независимо от того, жили они в Советском ли Союзе, где апельсины были только на Новый год, да, либо это вот современная молодежь, которая эти апельсины круглогодично видит, да. Но все начинают улыбаться. И я говорю, посмотрите, какая сила. А у кого голова болит? У кого голова болит, у меня есть всегда с собой скинролл релакс, да. Я наношу на височки, вот сюда, ну, вот под волосистую часть. Можно под нос человеку нанести, но обязательно спрашиваю про давление. Если низкое давление, то я тогда использую энергию. Вот. Но релакс хорошо помогает. Можно этим балансом, да, тоже скинроллом. Когда не было скинроллов, я использовала мяту, но ставила прям совсем-совсем палочку с пробника, чуть-чуть прям об горлышко обтирала, чтобы не было, чтобы маленечко-маленечко было. И тоже так же ближе к волосам, не к глазам, не дай бог, вот сюда, ближе к волосам, на затылок, где вот там голова на позвоночник садится, да, где первый позвонок, где атлант, вот туда поставили прям в ямочку на волосистую часть. Сказала, поставила, отошла, дальше что-то рассказываю. Обычно минут через 10 я спрашиваю, как ваша голова? И люди, получая информацию, это же интересно, они даже забывают, что у них голова болит. И они говорят, а что моя голова, где, как? Все хорошо. И у них сразу вот этот вот эффект, вау. Я таким образом показываю силу эфирных масел. Если у меня есть время, я могу что-то там чуть-чуть подрассказать, какие-то истории. Но чаще всего, когда большая аудитория, я раскладываю карты и говорю, вот посмотрите, вот карты. Либо, если зал большой, бывает так, что там собрали, 20 человек, ладно, они могут подойти на столе, карты выбрать. Я делаю каким образом? Говорю, вот смотрите, посмотрите, вот 4 карты, разложите, возьмите себе 4 карты, разложите их по степени важности, там первое место дайте, второе, третье, четвертое, сфотографируйте и отправьте мне на WhatsApp или отправьте мне в Telegram. Да, то есть чем вы больше пользуетесь. Напишите, пожалуйста, ваше имя, и я вам расшифровку вашего выбора обязательно надиктую голосом. Я никогда не тестирую людей прилюдно, потому что это интимная встреча. Это, знаете, как на прием к доктору. Вот Лариса Михайловна тут нас слушает, она скажет, что каждый человек, то есть есть такое понятие врачебная тайна, да, мы, работая с эфирами, прикасаемся к душе человека. Мы можем в общем и целом сказать, но прилюдно тестировать, расшифровывать не имеем права. Это очень тонко. Это очень тонко. Поэтому вы можете что сделать? Чуть-чуть рассказать, дать карты выбрать и назначить уже персональные встречи, где на персональных встречах обязательно пронюхать, потому что главным будет ваш нос. Ну и нос человека тоже будет главным. Это первый Благодарю. Обязательно использую так. Я вот думала, там все масла там дать нюхать, а сейчас я уже знаю, как это. Потому Немножко. что если все сразу дать, всем тяжело будет. Кто не готов, Да, нос не тренированный, у них голова поплывет, им там лучше не делать этого. да, Вот да. на общую, вот помаленечку. Спасибо. У кого есть еще вопросы, может, по генетике, по эпигенетике? Да, можете и какие-то истории свои рассказать, например. Мне тоже любопытно. Я всегда люблю, собираю истории все по маслам. У кого есть истории? Сейчас, Раиса. Да, говорите. Раиса, говорите. Я микрофон включила. Я принимаю детокс, и уже первую часть я уже выпила, но у меня аллергия вышла. Я хотела остановить, а Светлана говорит, нет, дальше пей. Еще уменьшается сейчас, уже на вторую иду. Это нормально же, да?
Тут у меня Конечно, аллергия нормально. там. Конечно, нормально. Смотрите, как вы можете маслами себе помочь в этой ситуации. Мгм. Я когда проходила вот обучение по ароматерапии, у Мгм. нас там говорят о законе Геринга. Геринг – это немецкий врач, это не фашист, который тут во время войны всех бомбил, да, а врач, который работал 1800 какие-то года, то есть еще до революции. Вот по закону Геринга, Лариса Михайловна может мне подтвердить, что любое исцеление происходит через обострение. И Мгм. аллергическая реакция, если мы начинаем чистить свой организм, когда он зашлакован, то посмотрите, у нас естественные фильтры, печень, почки, кишечник, они уже так перегружены, что эту функцию на себя берет слизистая, и тогда у нас сопли текут, слюни, выделения какие-то начинаются. И кожа. Кожа тоже выделительный орган, но она включается только тогда, когда естественные фильтры забиты. И тогда О. получается, что мы начали чистить свои естественные фильтры, правильно? А перегрузка большая, и ну, такая как бы аллергическая реакция, она вышла наружу. И исцеление только тогда, еще второй закон Геринга, да, исцеление только тогда верно, то есть мы можем понимать, что мы верным путем идем, когда изнутри вышло наружу. То есть, понимаете, вот это сидело у вас там, вот, да, вот, ну, копили мы, копили годами, а потом начали чистить, это пошло наружу. Это хорошо, но нужно отслеживать, да, то есть есть аллергические реакции, есть реакции чувствительности или реакции ответа. Чем они отличаются? Я писала это в чате нашем Telegram продуктовом, да, что если это идет по нарастающей, то хуже, хуже, хуже становится. Это скорее какая-то аллергия. Нужно остановить процесс того, что мы там принимаем какие-то, да, дать возможность организму отдохнуть. Но бывает так, что 2, 3, 4 дня мы вот эти проявления видим, и они начинают затухать, затухать, затухать. Это как раз показатель, что мы в точку попали. Мы изнутри болезнь выгнали наружу. Это мы дом метем, да? Мы же устаем, ой, тяжело. И сами грязные чумазые, когда ремонт делаем. Но потом-то, когда мы все это вынесли, потом-то становится красота. Поэтому так, как можно использовать эфирные масла? Если раздражение, аллергическая реакция есть на коже, можно использовать лаванду, можно принимать ванны с лавандой для того, чтобы успокоить нервную систему, успокоить кожу, снять вот это раздражение. Лаванда очень хорошо снимает именно раздражения. У кого есть еще вопросы? У нас уже время. Да. Ага, время уже вышло. Если у вас будут вопросы, ну, потом, я так бывает, что, знаете, вот пока сижу, слушаю, вроде как все хорошо, все понятно, потом раз вопрос возник. Вы задавайте их с Аргылани, пишите здесь в этом чате. Если она сама не сможет ответить, потому что она очень грамотный специалист, она сама знает многие ответы, да, если какое-то затруднение будет, она со мной свяжется, и мы это обсудим, может быть, я голосовое сообщение отправлю там, например, да, либо там текстом что-то напишу, если я компетентна в этом вопросе вам ответить. То есть мы как бы все такие в Глорион, у нас компетенций много, мы очень щепетильно относимся к своим советам и рекомендациям, потому что понимаем, что за этим советом последуют какие-то изменения в жизни человека. И так же, как тестирование это должно быть личным, да, так и советы каждому человеку нужно прям вот взвешенно давать. Вот. Благодарю вас за то, что пригласили. Мне был очень интересный такой опыт. Вот. Если будут вопросы возникать, то, пожалуйста, задавайте. Ну, а я сейчас, к сожалению, тоже должна уже бежать. У меня следующая встреча в 6 часов. Мне тут осталось 20 минут добежать. Такая жизнь у лидера, да. Всего доброго. Пока-пока. Благодарю за участие в эфире. До следующего эфира. До свидания.